«Мне 105 лет, — говорит султан, — и я не вижу с рождения, ничего не различаю, ни темноту, ни свет. Я живу тем, что слышу. На мой вопрос: «Ты устал, султан?» имелось в виду, чтобы сделать передышку во время беседы интервью. Он ответил: «Я не устал, я постарел». В интонации султана, полного достоинства и сильного духа, я ни разу не почувствовала его жалость к самому себе, а только восхищение им и желание не упустить ни малейшего смысла, исходящих от него правильных слов, ставших его личным опытом, а не где-то заученных. Градус обаяния султана просто зашкаливает, и он по-настоящему красивый, мудро прекрасный старец. А сколько самоиронии и тонкого чувства юмора! Но это удел не слабых, а только сильных и цельных натур. Наш герой Сулейманов Султан Саадович родился в 1913 году в славном селе Ачхой-Мартан Чеченской Республики. Султан из старинного и многочисленного тейпа Мержой. Султан рассказывает: «У меня были родных один брат и две сестры. Они умерли в раннем возрасте. Отец потом женился в возрасте 67 лет, чтобы мне помочь, рассчитывая на Всевышнего на появление у меня родных братьев и сестер. Вторая жена моего отца родила 3 сыновей, но они, к сожалению, умерли в малолетнем возрасте». Мне было около 9 лет, когда я начал изучать Коран. Моим учителем был слепой Мукин Магомед с нашего села. По законам советской власти хиджры, школы по изучению Корана, начали закрывать, и моего учителя арестовали. Он спросил в тюрьме: «Я же слепой, зачем вы меня взяли?» Ему ответили: «Тебя люди сами отдали». Слепого учителя хиджры Мукин Магомеда люди сами отдали, чтобы их дети ходили в советскую школу. Но я не бросал изучение Корана, продолжал, ходил к тем, кто знал и учил. ملك الملتهون هديه بزكاته شباش Отец наш умер еще до высылки в Казахстан в 1944 году. В ссылку мы отправились с матерью и женой. Меня к тому времени женили. Сначала мы жили в Кустанайской области, а затем в Караганде. Было очень трудно, всюду голод. Мне взрослые говорили: «Возьми матерчатую сумку и иди, проси милостыню, тебе подадут, ты же не зрячий». Я сказал: «Я умру, чем пойти просить подаяние». Мы с женой в Алма-Ате закупали такие маленькие лампочки для фонариков по 72 копейки за штуку. Я покупал их в количестве 2-3 тысячи и продавал по 3 рубля за пару. Прибыль была ровно на 50%. В ведро я клал лампочки, а сверху посыпал семечками тыквы. По возвращении из высылки домой я привез 17 тысяч рублей. Когда вернулись с ссылки в 1957 году, на том месте, где мы жили до выселения, не было ничего, кроме 2 грушевых дерева. Купил саманный кирпич и построил дом, 2 комнаты и коридор. В настоящее время султан с женой Раисой живут в этом самом доме. Тогда в Ачхой-Мартане была артель, где могли работать инвалиды, и я там работал, делал метлы, веники. Султан женат в 9-й раз и говорит, что его женили. У чеченцев есть древний и восхитительный обычай – захло.
в основе которого любовь и забота о другом. Это когда помогают знакомиться, рекомендуют мужчину и женщину друг другу, содействуют, ведь Всевышнему угодно, чтобы мы были не одиноки. В своем дворе султан построил мечеть, так называемый Дом Всевышнего. Датой окончания строительных работ на табличке стоит 5 октября 1991 года. Люди помогали только тем, что я сам не мог сделать. Всегда старался все сделать сам. Использовались только мои деньги. У меня нет ни сына, ни дочери, и потому я построил эту мечеть ради Аллаха. Аллах открыл ему гораздо больше любви к себе, чем к окружающим зрячим. Тому свидетельство построенная им мечеть. Когда кто-то заходит в комнату, где мы беседуем с султаном и спрашивает, кто это у тебя, султан, он бросает так: да вот приехала Зайнаб спросить, когда ты умрешь, улыбается, ровно держит спину и иронизирует над собой. Обращаясь ко мне, султан говорит: скажи всем, ну знаете, он непобедим, улыбается, и что-то необъяснимое словами, чтобы это выразить, охватывает тебя и пронзает до самой глубины сердца, до слез. Но эти слезы не сопли, вытер и забыл. Ты становишься другим, таким без пафоса и проще, и чище. В пронзительной тишине султан обращается с мольбой ко Всевышнему. Пусть не отвернется удача от тех, кого мы любим, и от тех, кого мы не любим.